Первыми забили тревогу местные жители. Движение на дороге к Майдану Сабантуй, где установлен памятник, достаточно оживленное. Александр Хусаинов здесь проезжает каждый день. Поразился, увидев, что стало с одним из символов города. Память все-таки негативную уж, как все нормальные люди. Считаю, что что-то не нами построенное, зачем мы должны разрушать? В официальных источниках эта скульптура называется Татария. В обиходе у жителей прижилось другое – мать Татария. Сейчас альметьевцы гадают, кто мог поднять на нее руку. Есть службы, пускай занимаются. Ломать, портить – это всегда плохо. 7-метровый монумент установлен в 1995 году. Это фигура женщины в национальном костюме на высоком гранитном постаменте. По задумке авторов, скульптура олицетворяет привольную и богатую землю Татарстана. По одной из версий правоохранителей, на городскую достопримечательность могли покуситься любители лома. Сейчас стоимость меди на рынке около 500 рублей за килограмм, говорят производители. Чисто мое мнение, что реализация в том городе, где украдено, это глупо. То есть в любом случае ближайшие города куда-то уехали, либо затаились. Поста охраны в парке нет, но есть видеокамеры, записи с которых сейчас изучают полицейские. Оценивают и сумму ущерба. По факту кражи деталей скульптуры, посвященной суверенитету Татарстана «Мать Татария», которая установлена на Майдане, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Акты вандализма в общественных пространствах городов и районов республики не редкость. Неделю назад на совещании в Доме правительства Рустам Минниханов уделил этой проблеме особое внимание. Тогда под критику попали 5 районов – Высокогорский, Верхнеуслонский, Лениногорский, Черемшанский и Пестричинский. Там были выявлены факты порчи оборудования в парках и скверах. Уважаемые коллеги, уважаемые руководители, дворы, парки – это новый образ жизни. Мы хотим изменить, сделать нашу жизнь более комфортной. И на самом деле она реально, она уже есть. Но если мы не будем беречь наше имущество, если там трактор зашел, все эти скамейки посносил, алай булмик. Альметьевский инцидент стал одним из самых вопиющих. На такую же масштабную скульптуру посягали в 2021 году в Заинске. Там буквально за 10 минут сгорел 6-метровый памятник воину-освободителю. В конце того же года в Челнах подростки потушили вечный огонь у мемориала «Родина-мать». В случае Альметьевска это явно дело рук не детей. Злоумышленникам грозит до 2 лет лишения свободы. Рамиль Галиуллин, ТНВ, Альметьевск.